Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что хорошее ждет вас впереди? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что же хорошего ждет меня впереди, что будет. Я надеюсь, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы будут моими руками. Так, замечательно. Какая-то невероятная то ли охота, то ли рыбалка. Ох, поймаете вы свою птицу счастья за хвост. Смотрите, вот видите, человечек, вы в руках держит вот птичку, видите, за хвост поймал. Это же просто замечательно. Еще и у вас тут и хвостик получился. Смотрите, какой рыбий хвостик получился. Еще с правой стороны. Боже, это же про романтику и про любовь. Как интересно. Ну, давайте начнем сначала. Мне очень нравятся вот эти вот птички. Эти птички обещают вам очень хорошие известия, новости, очень хорошие сообщения. К вам дважды прилетят благие вести, либо каких-то два замечательных предложения вы получите. Одно будет покрупнее, поважнее, другое будет немножечко поменьше. Мало того, если вы в паре, в браке, в отношениях, если есть у вас взрослые дети, то получается, что вы получаете и получает тот, кто с вами рядом. То есть либо ваш партнер, либо ваш ребенок. То есть как-то вот прям как двойная радость получается. И еще, как бы, знаете, в один день, что ли, будете получать, либо в один период какой-то времени, может быть, в одну неделю. Сначала вы, а потом ваш партнер. То есть какие-то очень приятные продвижения, да, благодаря информации, либо каким-то разрешениям, документам, извещениям. Письма, опять же таки, могут быть. Ждите. Причем это вот совсем скоро произойдет. Где-то в течение 15, может быть, 20 дней это все произойдет у вас. Близко. Это уже ситуация совсем у вас близко. Дальше, мои хорошие. Вот вы какую-то змею душите. Змея, змеи это обычно враги, недоброжелатели, соперники. Причем в таком положении вы верх возьмете над плохим человеком, над тем, кто вам мешал, над тем, кто вам противостоял. Может быть, это и не конкретный человек, может быть, это ситуация. Ситуация достаточно травматичная для вас, тяжелая, беспокоящая вас. Вы просто эту змею, грубо говоря, задушите, изничтожите. То есть прорыв, прогресс, избежите каких-то неприятностей. Вот собственными руками вот возьметесь и сделаете. Одолеете вы этого человечка, одолеете вы эту нехорошую ситуацию, все у вас получится. Дальше по-хорошему идем. Здесь крыса бежит вниз. Крысы, как мы знаем, бегут обычно с тонущих кораблей, да, когда чувствуют, что пахнет горяченьким. Вот и у вас, скорее всего, либо среди родственников, либо среди друзей, либо коллег есть такая крыса. Достаточно крупная, я вам скажу, эта крыса. Значит, уже долго она в вашей жизни присутствовала, какие-то дела творила нехорошие. И вот, пожалуйста, здесь обнаружатся все ее грязные делишки. И на ваших глазах эта крыса будет бежать, куда глаза глядят, да, бежать из вашей жизни, из вашего пространства, чтобы больше, скажем так, не приносить вреда, чтобы вас не беспокоить. Дальше здесь у нас защита идет. Идет защита, человек над собой такой прям зонтик раскрывает, человек чувствует себя под защитой. Это может быть ваша ситуация, когда вы себе вот прям такой зонтик безопасности организуете, сделаете, либо этой защитой
вы закроете кого-то из ваших близких. То есть благодаря вам, благодаря вашим усилиям, вашей заботе, вашему там, участию в каких-то, может быть, вложениях, вот спасете вы человечка, сможете защитить, постоять за этого человечка, человечек избежит неприятностей. То есть вам как бы вдвойне будет приятно, потому что вы будете причастны, и плюс, как бы понятно, да, если мы там любим, переживаем, заботимся, и у нас получается помочь любимому человеку, это вот прям какой подарочек такой, да, сам себе делаешь подарочек. Дальше, мои хорошие, мне очень нравится, что здесь вас кто-то будет поддерживать по какому-то вопросу, либо в каком-то деле. Вас поддержит человек. Этот человек, он сильный сам по себе, человек непростой, человек, который не в вашем ближнем круге. То есть это не знакомый, это не родственник, не друг, да, может быть там случайное знакомство, либо, ну, допустим, да, возьмем ситуацию на работе. Это ваш начальник, и вы с этим начальником, ну, грубо говоря, только лишь виделись там пару раз в жизни. И тут этот начальник вступится за вас, заступится, поддержит, а может быть даже как-то вас продвинет. Вообще вот так вот показано, да, что как будто бы на руке вас держит, так вверх вас проталкивает. У кого-то отыграется как карьерный рост. Вас как будто бы берут и так раз и вверх вас подталкивают. Может быть, предложение будет, может быть, вы действительно достойны, заслужили, наконец-таки о себе заявите, и вот эту вашу инициативу поддержит этот человек и поможет вам продвинуться. Дальше, мои милые, хочу сказать для тех, кто в треугольнике. Вот у нас тут треугольник вышел. Треугольник очень острый, значит, много неприятностей он вам доставляет. То есть у него, видите, как острие прям такое идет. Вот с этим треугольником я вижу, что будет, скорее всего, покончено. С вашей стороны действий особых я не вижу. Наоборот, я вижу решительные действия со стороны, ну, я так понимаю, мужчина, да, ваш партнер. Вот, наконец-таки примет какое-то радикальное решение и сделает решительный шаг. Я так понимаю, что в вашу сторону. Вот, то есть вы не ждете, либо вы уже отчаялись ждать, что наконец-таки там человечек сделает такие шаги, а он возьмет и сделает. Возьмет и сделает. И я хочу вас попросить, чтобы именно в этот момент вы особенно этого человека поддержали. Потому что, ну, жизнь рушится, понимаете, привычка, это же просто ужасно. Привычка хуже, чем, я не знаю, хуже, чем болезнь, да, когда человек привыкает. Ему будет казаться, что мир зашатался, что стеночки так сужаются. Вот, и очень важно будет поддержать этого человека. Все будет хорошо, даже не переживайте. Дальше, мои милые, здесь кто-то будет возвращаться в вашу жизнь, возможно, какие-то родственники, возможно, какие-то знакомые, приятели, может быть, ваши дети где-то далеко от вас живут, взрослые дети. Здесь явно возвращаются два человека, но один это ваш, ну, то есть как бы родной, близкий вам человек, а второй как будто бы новый человек. То есть, ну, они с чем-то, вернее, чем-то с друг другом связаны. Вот эти два человечка в вашу жизнь, скажем так, дорожку сделают, да. Один вернется, а другой новенький получится. Вот, ну, такие интересные люди с добром, с такими хорошими, скажем так, разговорами, может быть, даже какую-то помощь будут вам оказывать. У кого-то отыграется, что дети, ваши взрослые дети, например, живут где-то, у них там уже семьи, и будут вам предлагать к ним приехать, либо там переехать на постоянной основе, либо просто приехать там погостить там с внуками, правнуками пообщаться. Вот как-то хорошо так все организуют, знаете, вплоть до того, что там за вами приедут, вас заберут с таким комфортом, с хорошим там уважительным отношением. Вот. А если, например, ваш ребенок представит вам своего избранника либо избранницу, очень порядочный, приличный человек, вам очень понравится, и человек вам будет относиться с душой очень обходительно, очень уважительно. Вот. Так что все будет у вас замечательно. Кто переживает, что нет у детей партнеров, либо нет там внуков, правнуков, не переживайте, вас обрадуют, причем обрадуют где-то вот в течение, возможно, 2-4 месяцев, у вас кратно 2 идет, потому что пара 2, то есть через 2 месяца, либо через 4 месяца, да, придут хорошие радостные новости о том, что будет пополнение в семействе. Дальше, мои хорошие, что хорошего ждет? Здесь преображение, ваше преображение.
Вы как будто бы превращаетесь в прекрасную бабочку. Да, вот Золушка становится принцессой, либо как королевной. Многие девочки будут над собой работать, многие уже работают достаточно тяжело. Кто-то на диете сидит, кто-то проходит сложные там процедуры, кто-то занимается усиленно своим здоровьем. У вас будут замечательные результаты, и эти результаты будут не только, например, внешние, они будут и внутренние. То есть идет как будто бы омоложение организма, улучшение состояния здоровья, там, кожи, внешнего вида. Плюс вы еще будете, я не знаю, какие-то новые обновки у вас идут, да, какие-то красивые наряды, что-то с собой будете делать, там стрижечки, покрасочки, там, может быть, какое-то наращивание, какие-то укольчики. Вот будете с собой заниматься, и у вас будет замечательный, потрясающий просто результат. Этот результат будут все вокруг отмечать, но хочу предупредить, буду делать комплименты, но и будут завидовать. Ну, люди так устроены, понимаете, они так устроены, тут ничего не поделаешь. Поэтому, мои хорошие, себя защищаем, делаем себе обереги обязательно. И носим, одеваем, либо пишем молитвы с собой носим. Вам нужно защищаться. Есть люди, которые не переносят, когда у кого-то что-то хорошо. Такие завистливые, противные люди. Вот. И еще хочу предупредить, да, будут о вас ходить разговоры. По большей части будут ходить восхищенные разговоры. То есть люди будут говорить: ой, какая молодец, либо какой он молодец. Вот чего хотел, того добился, либо добилась, похорошела, там, 5-10. Но и будут придумывать, там, говорить, что вы каким-то там нечестным путем, либо, знаете, как, это там типа из-за уколов, либо типа из-за чего-то будут. Не обращайте внимания, знайте, что собаки лают, да, караван идет. Ну, такие вот мухи, понимаете, вот налетят мухи, но им обломится, потому что все-таки хороших людей вас окружает больше. За вас даже вот заступятся и ротик скажут: прикрой, нечего тут грязь направо и налево разбрасывать. Так что, мои хорошие, замечательно. Дальше. Мне очень нравится, что ваш друг, либо ваша подруга, вот есть у вас такой человечек, может быть, вы не сильно активно сейчас дружите, может быть, вы по ряду различных причин немножечко как отдалились друг от друга. Я вижу, что у вас здесь идет ситуация, когда этот человек вам помогает и очень активно участвует в вашей жизни. Вот просто, знаете, без всяких разговоров, либо без вашего там прямого обращения. То есть вы не просите, а человек, зная о вашей ситуации, сам проявляет инициативу там, и позвонит, и напишет, там, либо придет, скажет: вот я знаю, такая ситуация, я хочу тебе помочь. Либо у кого-то отыграется, что с вами чем-то поделятся. То есть придет человек и скажет: вот мне там случайно перепало, да, я хочу с тобой поделиться. Либо я там что-то приобрела, мне, например, не очень подходит, а вот на тебе будет идеально смотреться. Да? То есть какой-то даже подарочек вам идет. Очень так душевненько. У вас как восстановление дружеских отношений, либо укрепление дружеских отношений пойдет. Что, очень неплохо даже, да, очень замечательно. Так, еще хочу сказать для женщины. Женщина определенного возраста. Не молодая женщина опытная, тут за спиной были браки, может быть, даже не один, и, может быть, не очень удачные, не очень счастливые. Женщина очень сильная, самостоятельная, привыкла во всем и всегда рассчитывать на себя. Как будто бы на любовную тему закрыла. Вот либо такие мысли, да, что ну хватит, уже обжигалась не раз, больше не хочу. Вот не хочу и все, лучше я буду одна, независимая, самостоятельная. Я не хочу отношений, я не хочу там ни за кем горшки носить, да, не ухаживать, прочее. Хватит с меня. Вот у этой женщины появится замечательный мужчина. Сразу хочу сказать, что мужчина будет либо блондин, либо седовласый. То есть у него идет белая такая масть, вот волосы, да, либо седые, либо прям такой блондин-блондин. Мужчина состоявшийся, он похож на вас, тоже с достаточно тяжелой историей жизни. У мужчины все есть, все абсолютно, он все это заработал, он всего добился. И понимаете как? Вот у вас такое отношение, что да, я не хочу. И у него где-то такое же отношение, что ну
смысл, да, там терять время, там все одинаковые, там. Если вы думаете, что мужчина абьюзер, он думает, что женщины такие. Вот. Вы с этим мужчиной в каком-то странном месте познакомитесь, либо при каких-то невероятных странных обстоятельствах. И вы с ним как бы подружитесь. Вы начнете с ним говорить, и вот вы начинаете, он продолжает, либо он начинает, вы продолжаете. У вас прям как мысли одинаковые. Вот у вас с этим человечком идет очень такая прям, ну это не любовь даже, а вот прям такая дружба сильнейшая. И вот этот мужчина вам будет что-то предлагать. Это не похоже на брак, это больше похоже на какие-то совместные, то ли поездка совместная, то ли какое-то хобби совместное. Вот у вас с этим мужчиной начнутся отношения, но начнутся они по дружбе. По дружбе, вот вам будет интересно с друг другом. И вот у вас появится действительно настоящий преданный друг, защитник. И вы также за этого мужчину будете горой стоять. Эти отношения, они идут долгоиграющие. То есть вы очень долго будете друг к другу присматриваться. И со временем это все перерастет в настоящую любовь и в брак. Да, у вас именно брак идет через вот такую дружбу. Так. Еще по-хорошему. Ну, тут у какой-то девочки откроются глаза на мужчину, который мошенник, либо обманщик, нечестный человек, человек, который очень много говорит, ничего не делает. У кого-то даже может играться, что использовал, да, мужчина женщину, причем без всякого зазрения совести. Наконец-таки откроются глаза. И знаете, вот как мара с глаз падет. Вот вы как зачарованная были этим мужчиной. Вам вокруг все говорили, что он там нехороший, он плохой, он к тебе плохо относится. А вы все твердили: нет, нет, вам только кажется, я его знаю, он хороший, он добрый, он замечательный. Это типа там я сама виновата и прочее, прочее. Вот спадет эта мара, очистится разум, и вы сами этого человека прогоните из своей жизни. Вот возьмете и прогоните. И знаете, после этого ухода, ну, исхода, да, из вашей жизни этого человека, у вас какое-то дело появится интересное, ну, как работа, либо, может быть, увлечение, чем-то вы начнете заниматься. Вот как творчество пойдет, вот желание появится. И желание, и обстоятельства так сложатся, что вы чем-то начнете очень серьезно так заниматься, крепко на ноги встанете, будете при деньгах. И деньги у вас такие вот прям, знаете, регулярные, вот постоянный приход. Вы уже, знаете, как и думать об этом не будете. Вот как на автомате все пойдет. То есть мужчина этот, который вас обманывал, который вас использовал, он вас и блокировал. Вот в плане энергии, в плане вашего развития, он вас реально очень заблокировал. Вот как будто бы, ну, как на цепь посадил, понимаете? Как только он идет из вашей жизни, вот у вас как открывается, все открывается. Вот и направо, и налево, и вперед, назад, вверх, вниз. Везде все будет открыто. Вы бы и раньше уже стали тем, кем вы должны стать, но из-за этого мужчины не получалось. Дальше, мои хорошие. Я вижу, кто-то сейчас очень переживает. Очень переживает. Либо надо делать решающий шаг, либо нужно какое-то решение принимать, либо выбор какой-то делать. И вам очень страшно. Вы думаете, может быть, оставить как есть. Может быть, у меня там ничего не получится, либо я опрометчиво поступаю, я очень сильно рискую. Вот у вас там червячок такой внутри, червячок сомнения. Вот он постоянно туда-сюда ползает, да, грызет вас периодически. И вы уже прям дергаться начали, да, возможно, глаз дергается от этих переживаний, от этих постоянных мыслей. Кстати, и сон мог тоже нарушиться. Мои хорошие, я вам сейчас такую вещь скажу, вот только отнеситесь правильно. Ваш выбор, он уже предопределен. Вы будете сомневаться прям до последнего момента, до пикового момента, но все равно этот выбор сделаете, либо это предложение примите, либо осуществите то, что сейчас вот у вас под вопросом. Это уже по судьбе. От этого нельзя отказаться, от этого нельзя уйти. Это должно было свершиться с вами еще раньше, но вы как-то пролонгировали это время, а теперь вы уже подошли до самой стеночки. Дальше времени нет. Дальше уже финиш. То
То есть вам все равно придется совершать этот выбор. Вы себя просто так мучаете понапрасну. Если вы прям боитесь, сомневаетесь, не думайте просто об этом. Не думайте, и все. Придет ваше время, оно само собой все случится. Мне очень нравится, что у вас, видите, зодиакальный лев вышел. Вот знак льва вышел. Это огонь, это мощь, это энергия и это популярность. Вот кому-то отыграется, что человек станет известным, популярным в определенных кругах, в определенных слоях, в своем деле, в своем занятии. Кто-то, может быть, из вас действительно занимается искусством, либо человек сам по себе вот артистичный, талантливый. Добьетесь, причем добьетесь, конечно, с трудом, но добьетесь. Почему с трудом? Ну, потому что так жизнь устроена. Вот эти вот бездарности, они сами пролазят, потому что они хитрые, потому что они понимают, да, что если я там, извините, задом не покручу, ничего не получится. А когда человек талантливый, ну, зачем вот там лишний раз, да, ходить там всех уговаривать, рассказывать, какая я талантливая. Это все видно. Это все видно. И ваш талант, он у вас от природы, он у вас от высших сил, он у вас вот проявится, очень прям ярко проявится. У вас как будто бы такое впечатление из пустоты. Из пустоты такая звезда яркая загорается. Вот когда одномоментно у вас произойдет. То есть вы засыпаете человеком там, ну, скажем так, никому неизвестным, а на утро вы просыпаетесь, а у вас там и овации, и цветы, и телефон у вас красный, да, все вам там звоночки, смс-очки, все там с поздравлениями, все хотят с вами дружить, с вами общаться, везде вас зовут, приглашают. Вот прям так оно и отыграется. Здесь, ну, прям сами видите, да, лев вышел. И, кстати, вот это событие у вас произойдет, скорее всего, в августе. Как раз у нас в августе время льва, как раз самая вот жара, и у вас популярность, пик вашей популярности, он будет в августе. Вот. Если вы думаете, продолжать или все оставлять, конечно же, продолжайте, потому что вот она, ваша популярность. Дальше, мои хорошие, здесь у вас мост вышел, мост в новую жизнь. И в новую жизнь вы, как будто, вы знаете, идет такой понурый человек, надежды нет, все вот везде там камни, да, земля, покрытая камнями, ничего живого нет. Вы идете без надежды в путь, да, на этот мост. Но на мосту, смотрите, вас тут ждут люди. Вас тут ждут люди, и эти люди вас поддержат, вам помогут. И уже дальше вы идете не одиноким человеком, а идете человеком вот как в группе людей. То есть либо это встреча с единомышленниками, либо это восстановление семьи, либо это создание семьи. Ваш жизненный путь, он классный, он долгий, он наполненный праздником. Вот до определенного рубежа вы жили, как говорится, выживали. Далее вы встречаете свою судьбу, то есть высшие силы тут уже вам тут приготовили, каждому свою ситуацию приготовили. Но конец, наверное, неправильно говорить, да, продолжение вашего пути, да, продолжение, оно идет вот именно в красках, под радугой идет. Все будет замечательно. Все будет в лучшем виде. Ну и вернемся к этой главной картиночке, да, где человек поймал свою птицу счастья за хвост. Это, конечно, какое-то невероятное везение, какой-то невероятный счастливый случай, когда либо действительно очень конкретно, крупно повезет, либо ваша заветная мечта обязательно исполнится. Вы знаете, вы мечтаете, продолжайте делать эти запросы во Вселенную, да, просите у Вселенной, у высших сил, у Создателя то, чего вы хотите. Вам будет дано. Обязательно будет дано. Здесь вот прям нам все сразу показали, да, и знак льва, и вот человека, который мечтает и ловит эту птицу счастья за хвост, все показали. Все у вас, мои хорошие, будет. И кому-то прям невероятное везение идет. Не забывайте покупать лотерейные билетики. Вот серьезно вам говорю, кому-то прям повезет, вы выиграете, а кому-то огромное денежное наследство достанется, либо как имущество, да, то, что можно потом монетизировать очень выгодно. То есть однозначно здесь прибыль, возможность, популярность, исполнение вашей мечты, вашего желания.
Я искренне надеюсь и молюсь за вас, чтобы поскорее эта ситуация в вашей жизни отыгралась, чтобы все у вас получилось, чтобы вы были счастливым, довольным человеком. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.